А сегодня я бы хотел поговорить, знаете, о том, что на самом деле Иисус-то, Он тоже же родился для того, чтобы быть царем. Все немножко странно, мы этого коснемся, но на самом деле Рождество, что это означает? Рождение Иисуса Христа. Что это означает? Он не только Спаситель, Сын Божий, который пришел умереть за все человечество, но Он пришел для того, чтобы быть царем. Давайте коснемся этого. Вы знаете, обычно цари, они рождаются, так скажем, в достатке, мягко сказать, да? То есть правители, люди сильные мира сего, они рождаются в дворцах или в достатке, но с Иисусом все было немножко по-другому. Вы знаете эту историю. Давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 2 глава. Говорится, и она родила своего первенца. Все, что мы будем читать в новом русском переводе сегодня. Я раньше всегда брал там синодальный, русский. Как-то думаю, что зачем вообще время тратить? Давайте мы просто все в новом русском переводе, потому что гораздо понятнее будет. И она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Вы знаете эту историю. Представьте, Мария с ребенком, они пришли из-за переписи, которая проходила, в этот момент в стране. Все должны были идти в то место, где они родились, и не нашлось места даже в какой-то гостинице, где-то на кровати, и поэтому они остановились в сарае для скота, в хлеву. Странно, но это то, что написано. Давайте посмотрим. Луки, 1 глава, 32-33 стих. Еще раз, это царь. Мы коснемся этого. Он станет великим. Это про этого младенца, которого мать родила и положила, места нигде не было. Кормушка для скота, кто-нибудь видел, вот куда зерно насыпают? У нас куриц кормят. Обычно такая трапециевидная форма, как ясли. Она положила его туда. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца. Это то, о ком пророк Исаия говорил. Давайте посмотрим. Исаия 9 глава, 7 стих. «Умножению власти его и мира нет конца. Правит он на престоле Давида царством его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки». Ревность Господа сил сделает это. Что я хочу подчеркнуть? Иисус был рожден, чтобы стать царем. И не просто царем, но царем над всеми царями. Царем царей, господином господствующих. Но Иисус не был похож на всех земных царей того времени. Другие цари, они обычно рождались, просто неприлично богатыми. Как говорят, золотой ложечкой или серебряной ложечкой во рту. Золотой. Есть разные версии. Но слуги, огромные владения, дворцы элегантные, красивые, служанки, няньки, которые заботятся о тебе. Более того, некоторых царей в то время, если взять, вы знаете, что во времена Иисуса у нас, кто там был? Во времена Иисуса, нет, приблизительно. Цезари около этого, то есть правители Римской империи, например, Юлий Цезарь и Август, они были не просто богатыми, но при жизни Сенат отождествил их с божествами. То есть они были признаны, что они имели божественное начало. Им строили храмы, им поклонялись как богам, хотя мы знаем, что они не были богами. Вы знаете, что у нас июль назван в честь Юлия Цезаря? И август у нас в честь императора также, с Римской империи. То есть настолько они назову месяц в свою честь.
И долгое время мы жили по юлианскому календарю. Это тоже от Юлия Цезаря. Кстати, православная церковь, почему 7-го? До сих пор по юлианскому живет. Не суть. Но что я хочу сказать? Хотя Иисус был Богом, Сын Божий, во плоти, Он родился в бедной семье, в окружении, в скромном хлеву, рожденный быть царем, и для Него не нашлось места. Как вы думаете, это случайно вообще? Почему? Неужели Бог всемогущий, Он не мог устроить так, чтобы, знаете, как Моисей? Помните, как его историю, как его воспитывали, дочь царя, например, воспитывала. Неужели Бог не мог сделать, так, чтобы выбрать ту девственницу, которая была бы царских кровей каких-то, чтобы он родился во дворе? Я думаю, что у Бога все не случайно. Он сделал это намеренно, и мы коснемся, я коснусь этого и покажу вам. Почему? Почему же такой Божий план? У кого-нибудь, я думаю, что все смотрели на политическую карту мира. То есть политическая карта – это где обозначены границы государств, обозначены столицы. И у каждого царя должно быть свое царство. По нашим понятиям у нас сейчас царей не так много осталось. Где они остались, там монархии, они, как правило, не правят, там все равно правят парламент, премьер-министры. Но суть в том, что у каждого царства, у каждого государства есть границы. В Писании сказано, что у Мессии должно быть великое царство у Спасителя, и что царству не будет конца, оно никогда не прекратится. Потому что империи, любые государства, они претерпевают какие-то изменения, границы, они меняются. Римская империя 1000 лет. Все развалилось. Советский Союз. Была Российская империя, развалилось все, потом более-менее как-то восстановилось в тех же границах. После этого Советский Союз распался. У нас осталось множество государств, границы, они поменялись. Но какое же царство должно принадлежать Иисусу Христу? На самом деле, это понятие царства очень популярная тема в Новом Завете. Это царство упоминается в Новом Завете 158 раз. Это не я считал, нашел информацию. Только 127 раз упоминается в Евангелиях. Иоанн Креститель говорил о приближении этого царства. Иисус и его ученики проповедовали о том, на что будет похоже царство, когда оно наступит. Иисус, Он учил, Он говорил, что царство, оно приблизилось. Вы помните? Он говорил, что оно близко, пока Он ходил на земле. Вопрос возникает, где именно находится это царство? Потому что если посмотреть на политическую карту, нет ничего. Никакого государства Иисуса. Нигде нет надписи «Царство Христово». Вы знаете, что когда перед тем, как Иисуса распяли, когда Его схватили, Его привели к римскому правителю в Иудее, на тот момент был Понтий Пилат, и Пилат его допрашивал, и он его первым делом спросил, он сказал: «Я слышал, говорят, что ты царь». Что он ему ответил? Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Иисус сказал: «Царство мое не одно из царств этого мира. Если бы оно было таким, то мои подданные сражались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но сейчас мое царство не отсюда». Ты не сможешь найти царство Христа на карте. Ты не сможешь увидеть границы этого царства. Почему? Потому что их нет. Иисус сказал, что мое царство, оно не от мира сего. Оно не так, как оно
было задумано людьми. У нас даже другое название для этого царства. Вы знаете название царства Христова сейчас здесь на земле? Это церковь. Посмотрим, Колоссянам 1 глава, 13 стих. Написано: «Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына». Каждый раз, когда кто-то становится христианином, когда он верит в Иисуса, он кается в своих грехах, он погружается в крещение водное, умирает в этой могиле и воскресает для новой жизни, и он объявляет, что с этого момента моим Господом, моим Спасителем будет Иисус Христос. В этот момент человек, он вырывается из царства тьмы, и он вводится в царство света, царство Иисуса. Царство, которое этот мир не может увидеть. И у этого царства нет границ. Почему? Потому что верующие в Иисуса Христа, они находятся по всей планете. Они везде. Рождество – классное время года. Я уже касался этой темы. Вы знаете, что в России так у нас произошло. На самом деле то, что вот сейчас происходит на Западе, и это более такое замедленное, отложенное во времени действие, когда государство, оно пытается отстраниться от Рождества и уйти. У нас в стране это произошло гораздо быстрее, потому что в какой-то период времени, во время Советского Союза, государство, оно боролось с церковью. И видело, что церковь, как препятствие для своей идеологии, потому что церковь говорила, что нет власти ни от Бога и так далее, была революция. Я сейчас вообще не даю никаких оценок этому. Вы знаете, что на самом деле у меня лично мои воспоминания про Советский Союз, они очень теплые. Потому что в Советском Союзе был культ детства, может быть, жили не так богато, но пионерские лагеря, всевозможные игры и так далее, дети жили хорошо. Я просто сейчас смотрю, многие живут гораздо хуже сейчас, чем тогда было. Но не суть. Произошла подмена понятий, да, и у нас государство, оно просто заменило очень хитро Рождество на Новый год. И вот эта вся праздничная атмосфера, которую мы сейчас переживаем, новогодняя, на самом деле это рождественская атмосфера. Новогодняя елка всегда везде была и сейчас осталась, во всех других государствах это рождественская елка. Там нет никакой новогодней елки. Подарки, которые мы дарим на Новый год, это рождественские подарки. Всегда было до революции, вы можете посмотреть все открытки, рождественские елки и так далее, и так далее. И хорошо это или плохо, отдельная тема для разговора, но это факт, то, что произошло. На самом деле везде есть свои плюсы. Вы знаете, когда вот сейчас люди, они начинают спорить друг с другом и говорить, что нет, ну у нас истинная вера, и мы там 7 числа празднуем, а он нет, вот 25-е. Всегда хочется сказать, люди, вы о чем вообще? Христос, Он не родился и символизирует совершенно другое. Я всегда говорю, берегитесь, сторонитесь всяких споров. На самом деле, давайте праздновать дважды. Очень хороший способ, возможность для того, чтобы говорить людям о Рождестве. Сейчас будет 7-е. Можно говорить об этом. Может быть, немножко вперед бегу, но я сейчас коснусь этого. Что я пытаюсь сказать? Знаете, я вот сейчас такой пример приведу. Вот на Западе, то есть к 25 числу, то есть там рождественские каникулы начинаются вот в канун Рождества, и потом с Рождества, и потом дальше продолжается, вот после Нового года они сразу заканчиваются. Основной праздник здесь Рождество. Сейчас, вы знаете, на Западе проходит то, что у нас было. Ну, многие они в школах запрещают проводить, елки запрещают ставить. Вы помните, пару лет назад в какой-то европейской стране, я не помню, причем это страна не Нового Света какая-то, одна из, ну, то ли это Италия была, во Франции, по-моему, это было, в каком-то довольно значимом городе,
Они сказали, что мы не будем ставить елку, потому что, во-первых, у нас нет денег, во-вторых, у нас слишком много арабского населения, и чтобы не оскорблять чувства религиозные и других верующих, елку мы рождественскую ставить не будем. И российское государство там подарило им какую-то елку здоровенную, пригнали туда на лесовозе, на фуре, поставили, все безвозмездно и так далее. Но суть в том, что начинает преследовать вообще людей за это. Почему? Вот такая, знаете, правдивая история. В Америке у нас кто проходил мимо католической церкви когда-нибудь? Вы видели, они на Рождество делают такую сценку кукольную. То есть рождественская сцена, Мария, младенец в яслях, называется странным словом вертеп. Вот это, у нас есть другое слово, я не знаю почему, но, в общем, рождественская сценка, наверное, как-то лучше, да? Вот они это делают. В Америке это везде, это сплошь и рядом. То есть каждая церковь, а церквей много, маленьких, больших, они делают перед зданиями вот такие вот ясли ставят, Иосиф, Мария, пастухи и так далее, вот это вот все. И так как этого везде много, очевидно, что периодически кто-то ворует. Часто воруют Иисуса младенца, из яслей куда-то утаскивают. И вот одна такая история, знаете, пастор, он идет утром, после Рождества, проходит мимо и смотрит, что младенца нет в яслях. Он такой, нет, вот и до нас добралось. Собрался звонить в полицию. Думаю, сейчас в здание зайду. Подходит, и идет маленький мальчик, он его знает, с их церкви. Тащит за собой красную машину на веревочке, и в ней сидит младенец Иисус. Он его останавливает и говорит, привет, ты где взял? А я взял в церкви. Зачем? Я на Рождество загадал, чтобы мне подарили большую красную машину. Я помолился Иисусу и сказал, если ты мне подаришь большую красную машину, я тебя прокачу по округе. И умилительная история, да? Мило. Но это то, что ты ожидаешь от этого маленького мальчика. Для него Иисус – это всегда ребенок, это младенец. Когда он думал об Иисусе, он думает, что это ребенок. Вы знаете, что я хочу сказать сегодня? Для этого мира часто Иисус, у них не вызывает никаких разногласий, если Иисус, он остается младенцем. Если он просто ребеночек какой-то, вот он, что я имею под этим? Вот это вот все давайте оставим, вот эта праздничная атмосфера, семья, мы дарим подарки, вот это вот все. Пока Иисус, он остается младенцем, он остается в яслях, вообще все хорошо. Как правило, в этом мире ни у кого никаких проблем не возникает. Но мы, как христиане, мы знаем, вот этот младенец, он пришел в этот свет для того, чтобы стать царем. Царь царей, Господь господствующих. А что это означает? Сейчас мы коснемся этого. Если ты входишь в Его царство, то помимо привилегий, которые у тебя появляются, как у гражданина этого царства, я тебе скажу, что появляются определенные обязательства, появляются определенные ограничения. И, как правило, людям это вообще не нравится. Я хочу, чтобы вот он был такой вот миленький, классненький. Еще одна версия, знаете, вот во многих городах, не только в церквях ставят вот такие вот сценки, не сценки, как инсталляции с куклами на рождественскую тему, но во многих муниципальных зданиях, вот в Чикаго там просто есть одним из самых больших небоскребов, там Чикаго Плаза, и вот на первом этаже там огроменная рождественская елка ставится, выкладывается, куклы ставятся. И периодически кто-то воровал Иисуса. То есть там в начале 2000-х украли, потом там через 5 лет украли. После этого они стали все куколки тросиком на замочек пристегивать. И на самом деле,
Многие из этих фигурок, они очень дорого стоят. То есть, если это большая корпорация или это большой город, ну, они могут вложиться и сделать, чтобы все было очень красиво. То есть, $1000 стоят куклы. Но потом, знаете, даже тросики перестали помогать. Кто-то выламывал, выдергивал. И я не помню, ну, вот уже не так давно, там, 20-е годы, вот уже, там просто появилось прямо такое, знаете, специальные охранники, их называют как там за глаза, как божий отряд. Их единственная задача — это смотреть, чтобы никто ничего не украл из-под елки. Ну вот из этих фигурок. То есть суть в том, что, знаете, как в одной из газет написано, они должны следить за тем, чтобы Иисус больше никогда не покинул своих яслей. И с одной стороны, здесь мы понимаем, что говорится про статуэтку, но так много людей в этом мире, они бы хотели, чтобы ты не приставал со своим Иисусом, пусть он остается в этих яслях. Пока это просто милая картинка про Рождество, пока это вот все, давай мы так это все и сохраним. Все рады и довольны, и чиновники ходят по утрам на рождественскую службу, ну потому что президент был. И если ты хочешь что-нибудь достичь в этом государстве, тебе желательно тоже отметиться с фотографиями, желательно в той же церкви. Ну, кто поближе. Вы понимаете, да, такие вещи. Становится модным. Но пока просто вы, и давайте вот все с вашим Рождеством, пусть он там и остается. Вы знаете, именно поэтому, в том числе, на Западе вот идет вот эта вот война, если так можно сказать, рождественская, когда все пытаются убрать. Потому что, ну, например, вот в Штатах государство было основано на Библии, на христианских принципах. И сейчас они пытаются дистанцироваться, то, что у нас когда-то произошло в советское время, мы резко ушли, сейчас у нас ренессанс, мы двигаемся обратно, у нас теперь религия, это нормально, даже перебор бывает с этим. Ну, у нас все религии равны, равноудаленные, но есть одна, как бы, основополагающая такая, как бы, куда президент ходит. Я вообще сейчас в государственную политику не лезу, без всякого сарказма это говорю, но что я хочу сказать, что Иисус на самом деле это нечто большее, чем просто младенец. То, что мы празднуем Его Рождество, это все классно, это мило. Ребенок родился, Спаситель родился, но мы не должны забывать, что Он родился для того, чтобы быть царем. Сейчас так модно в церквях, вообще, вот знаете, такое вот движение. Вы еще не устали? Скажи, мы и так с трудом встали после новогодних праздников. А еще тут как бы начинают грузить, и глазки так и закрываются. Да? Видимо, правда. На самом деле, если бы я не разговаривал, я бы тоже уже так... О чем я говорил? Про то, что... Что-что? Да, мы не должны забывать, что Иисус на самом деле, Он родился для того, чтобы быть царем. И в церквях сейчас, знаете, такой вот, ну не то чтобы тренд модный, но я вообще не против. И Бог, Отец, Он многогранен. Мы знаем, мы изучали Его имена, мы знаем Его атрибуты, и многие называют Его Отцом, и да, Он Отец, и да, нам нужно познавать Его как Отца, как любящего Отца. Но всегда есть граница, вы знаете. Мы называем папочка, и да, это возможно, но мы не должны забывать, что это всемогущий Бог, который сотворил небо и землю, который сотворил Вселенную, миллиарды звезд, и у человека мозгов не хватает, чтобы это все понять. Это тот же самый Бог, и этот Бог, Он тот самый Бог, Бог Ветхого Завета, который говорил: идите, убейте всех и не оставьте никого в живых. И да, Он любящий Отец, но вот вы знаете, мои дети же, они не ходят в церкви и не говорят:
Папа, папаш, папочка. Почему? Ну, всему есть место и время. Дома ты можешь заниматься понебратством, можешь что-то нелицеприятное, перечить мне, там, сказать что-то и так далее. Но здесь немножко другое, да? То есть прилюдно более формальное отношение должно быть. Вы понимаете? Всему свое место и время. То же самое, ты можешь в молитве, в личной, пред Богом падать и называть его папочка, любимый отец и так далее. Но когда это формально и когда ты прилюдно, ты просто занимаешься понебратством. Ты великого Бога, он твой отец, да. Но прилюдно я, например, вы понимаете, если придет, это формальная встреча и придет президент страны. И даже если мы, например, предположим, мы не друзья, но предположим, если бы мы были закадычные друзья, мы были в одной школе, я бы никогда ему не сказал: Володька, прилюдно. Почему? Ну, потому что так не принято. Я его, вот этим самым я его уничижаю. Для многих это президент. То, что мы личные друзья, это остается для дома. И то же самое здесь должно быть. И вы, что я пытаюсь сказать? Мы не должны забывать, знаете, не сводить все вот этот на мимимишный, сюсюпусечный уровень. Это все классно. Вот он такой младенец и так далее. И Рождество, это все так мило и так няшно. Но он рожден быть царем, царем царей. Он должен главенствовать над всеми президентами и правителями. Насколько серьезная позиция. И вот сейчас начинается борьба с этим на Западе, потому что чиновники на Западе, они видят опасность того, что когда люди, они начинают принимать Христа всерьез. Пока ты его не принимаешь всерьез, пока, знаешь, это не касается твоей жизни, а все на уровне вот таких вот каких-то внешних проявлений, там подарил подарочек, там склонил голову вовремя, но жизни в этом нет, тогда все нормально. Но если ты его принял как своего, знаете, у многих начинается отторжение. Еще раз. Берегитесь, сторонитесь всяких споров по поводу Рождества, по поводу чья вера права. Используйте просто это как шанс, чтобы свидетельствовать об Иисусе, чтобы рассказать об этом. Потому что если человек начал с тобой спорить, или ты начал уже спорить, вы когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь доказывали в религиозном споре? Вы знаете, я после 5 лет, вот сейчас, я не знаю, сколько уже, если с 90-х годов, сколько уже в вере, много. После какого-то времени я просто перестал, потому что я понял, ни разу. Люди расходятся все равно при своем мнении. Нет никакого смысла. Ты ему что-то доказываешь, он идет и все равно будет думать то же самое. Поэтому убедить в религиозном споре очень тяжело. Если это только не какая-то дискуссия научная, где позвольте, я возьму слово и так далее, такого уровня и то. Как правило, такие мужи, они уже себе давно все доказали. Все давно все знают, и переубедить их очень тяжело. Еще раз, причина, почему люди расстраиваются, они сердятся, когда ты берешь Иисуса, и Он не остается у тебя в яслях, но Он становится царем царей, она заключается в том, что люди видят в этом угрозу для своей жизни. Если он младенец, и все это на мимишном уровне, все классно, я могу отделаться просто подарочками. Там подарил, там чмокнул, там приобнял, все разбежались, не трогайте меня. Но если Иисус, Он царь царей, тогда получается, что мне нужно меняться. Есть определенные ограничения, которые накладываются на мою жизнь, и не всем это нравится. Если Иисус, Он царь, я не могу просто пойти и бухать, где попало. И нигде попало тоже не стоит. Я не могу спать, с кем придется. Есть определенные фильмы, книги, у каждого свое. Ты знаешь свои ограничения, куда тебе не стоит лезть. Такой триггер, который тебя цепляет.
Я не могу мстить, не могу испытывать ненависть к другим. Не могу говорить гадости кому-то. Не потому, что это говорят в церкви, не потому, что пастор сказал. А почему? А потому, что Иисус мой царь, и я все делаю для того, чтобы угодить Ему. Не для того, чтобы здесь людям угодить. Если Иисус царь, я должен меняться. А многие люди не хотят вообще этого. Все, что угодно, но только не меняться. Знаете, когда Иисус, пример такой, когда Иисус родился, пришли мудрецы с Востока. Помните, да, они говорили, что мы видели звезду, которая вела и привела нас в Вифлеем. И все знали, что в Израиле должен был родиться царь, спаситель. И им казалось логичным, что если царь родится в Израиле, тогда это должно произойти в столице, в Иерусалиме. Да? Поэтому они остановились там. И они спросили, давайте посмотрим. Матфея 2 глава, 2-3 стих. Они пришли и спрашивали. Они спрашивали, где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Дальше. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Почему они начали переживать? Что им беспокоиться? Потому что произошло то, чего они совсем не ожидали. Они думали, что если Мессия родится, если ему суждено родиться, он, несомненно, должен явиться перед религиозными лидерами. Они должны знать это. Но никто ничего не слышал. А что касается царя Ирода, он обеспокоился по другой причине, да? Что еще за царь? У нас уже есть царь. И это он был царь. Он видел конкурента. И вы знаете, что он предпринял все для того, чтобы убить этого младенца. Убить ребенка до того, как он может вырасти и бросить ему вызов. Но на самом деле царю Ироду, не нужно было беспокоиться, потому что Иисус пришел для того, чтобы стать царем тех, кто сам этого хочет. Вы можете стать частью Его царства только потому, что сами захотели этого. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10-13 стих. «Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его. Он пришел к своим, но свои не приняли Его. Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими». Детьми, рожденными, внимание, не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Обратите внимание, что написано. Иисус сделал это, чтобы мы могли стать детьми Божьими. Он пришел, чтобы мы могли стать частью Его царства. Но мы должны сделать сами этот выбор. Ты не можешь попасть в царство по крови. Что это означает? Ты не можешь родиться в царстве. Вы знаете, что во времена Иисуса любой рожденный от евреем становился, евреем, иудеем, рождался в иудейской вере. Ты становился частью Ветхого Завета, который Бог когда-то заключил с твоими праотцами, просто потому, что ты родился в своей семье, в иудейской. Со Христом так не получается. Ты не можешь стать христианином, если ты родился в семье христиан. То есть по крови не получается. Ты должен сделать свой личный выбор. Следующее. Ты не можешь попасть в это царство из-за желаний. Написано, да? Я не могу решить за кого-то. Я не могу решать за своего ребенка. Я очень хочу, чтобы он был спасен. Я хочу, чтобы он был в царстве. Я не могу решать за своих детей, за своих друзей, за родителей. Только за себя. Только ты можешь решить, быть или не быть частью этого царства. И ты не можешь попасть в царство из-за намерений, как написано. Ты не можешь решить, я достаточно хорош. Мои дела говорят сами за себя. Или еще за кого. Ты не можешь заслужить билет туда.
Ничьи добрые дела не купят ему место в Царстве Небесном. Но если ты покаешься, исповедуешь, примешь крещение, то получишь то, чего ты никогда бы сам не заслужил. Право стать ребенком Божьим. Единственный способ попасть в это царство – сделать Иисуса царем своей жизни. Очень ободряет, когда твоя семья спит. Ну, я знаю, они вчера вернулись поздно. В заключение я просто хочу сказать, знаете, вот самое интересное. Когда Иисус, Он предлагает стать частью Его Царства, Его не волнует, кто вы такие. Его не волнует, сколько у вас денег. Деньги не имеют значения. Его не волнует, насколько вы важны, какое у вас положение в обществе, с кем вы знакомы, насколько сильно ваше влияние. И что самое важное, Его вообще не волнует, сколько грехов вы совершили в своей жизни. Иисус пришел, чтобы жить на земле. Когда Он был здесь на земле, Он проводил большую часть времени с отбросами этого общества, с грешниками, сборщиками налогов, проститутками. Он часто объяснял, что Он пришел именно для самых заблудших, для тех, кто с разбитым сердцем. И Он пришел забрать таких худших из грешников в свое царство. И вы знаете, это одно из самых важных посланий, которое мы узнаем из того, что Он родился в сарае для животных, что Его положили в кормушку царя царей. Я думаю, что в этом символ. Он показывает, что нет такого места после того, как Бог осознанно позволил своему сыну родиться в каком-то сарае, и чтобы его пеленали в кормушке для животных, он тем самым показывает, что нет такого места, куда бы Бог не готов был пойти. Вы знаете, я прочитаю вам сейчас такую фразу. Неважно, кто ее сказал, кто написал ее, но мне нравится это, откликается с темой нашей проповеди сегодня. Ни один человек, каким бы бедным он ни был, не должен родиться в коровьем стойле. На полу сено, животные на сене. Не кладите ребенка в кормушку, там побывал ослиный нос. Не заворачивайте новорожденного в тряпки, от них пахнет овцами. И говоря о запахах, смотрите, куда наступаете. Возможно, наш мир и ваша жизнь напоминает вифлеемский хлев. В одних местах она сырая, в других вонючая, не слишком привлекательная, не всегда опрятная. Люди в вашем окружении напоминают вам животных в стойле. Пасутся, как овцы, упрямы, как ослы. А та корова в углу очень похожа на соседку. Кормушка, использованная как ясли, говорит о том, что нет такого места, куда бы Бог не пошел. Если Он пожелал родиться на скотном дворе, то ожидайте, что Он будет работать где угодно. В барах, спальнях, залах заседаний и борделях. Нет такого места, которое было бы слишком обыкновенным. Ни один человек не бывает слишком черствым. Ни одно расстояние не бывает слишком большим. Нет такого человека, до которого Он не смог бы достучаться. Его любви нет предела. Потому что, когда родился Христос, родилась и наша надежда. Вы знаете, ну вот в чем дело. Бог будет действовать в твоей жизни, но только если ты сам осознанно отдашь эту жизнь Ему. Знаете, как кто-то еще однажды сказал, какой-то проповедник, что Рождество на самом деле оно основано на обмене подарками. И подарок Бога человеку – это Его Сын. А подарок человека Богу, когда мы сначала отдаем Ему самих себя.
Аминь.